Какой сегодня праздник в Таджикистане и мире, 30 сентября? 30 сентября православные отмечают праздник веры, надежды и любви и матери их Софьи. Также в этот день празднуют Всемирный день переводчика. 30 сентября, 273-й день года в Григорианском календаре. До конца года остается 92 дня. В 20 и 21 веках соответствует 17 сентября юлианского календаря. Что произошло 30 сентября в мире? В 1452 году, в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга, Библия. В 1846 году, в Чарльстоне, США, впервые вырван зуб с использованием анестезии, диэтилового эфира. В 1882 году, в американском городке Эпплтон на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция. В 1902 году, запатентован искусственный шелк, вискоза. В 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина. В 1954 году, пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка «Наутилус». В 1982 году, создан государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова. В 1998 году, академику Дмитрию Лихачеву вручена высшая награда России, орден Святого Апостола Андрея Первозванного номер 1. Что произошло 30 сентября в Таджикистане? В 1994 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на 49 сессий Генеральной Ассамблеи ООН. В 1997 году завершился процесс репатриации таджикских беженцев из Афганистана. В 1997 году открылся участок Курган-Тюбе-Саргазон железной дороги Курган-Тюбе-Куляб. Кто родился 30 сентября? В 1861 году Уильям Ригли-младший, американский промышленник, чья компания стала крупнейшим производителем жевательной резинки. В 1870 году Жан-Батист Пирен, французский физик, лауреат Нобелевской премии. В 1882 году Ханс Гейгер, немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации. В 1891 году Отто Шмидт, советский писатель-математик, астроном, геофизик-полярник, главный редактор первой большой советской энциклопедии, Герой Советского Союза. В 1917 году Юрий Любимов, советский и российский театральный режиссер, актер, руководитель театра на Таганке, народный артист России. В 1925 году Вера Васильева, актриса театра и кино, народная артистка СССР, сыгравшая в фильмах. В 1964 году Моника Беллуччи, итальянская актриса. В 1975 году Марион Котийяр, французская актриса. В 1994 году Алия Мустафина, гимнастка, самая титулованная россиянка на 30-х летних Олимпийских играх. Кто родился 30 сентября в Таджикистане? В 1207 году Джалаладдин Руми, таджикско-персидский поэт-суфий. В 1873 году А.С. Семенов, ученый-историк, востоковед, доктор исторических наук, профессор-академик Академии наук Таджикистана, заслуженный деятель науки Таджикской ССР, первый директор Института истории Ан-Таджикской ССР. В 1920 году Борис Кимьягаров, кинорежиссер, народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки. В 1946 году Бахавадин Захухуридинов, архитектор. Кто умер 30 сентября? В 1905 году князь Сергей Николаевич Трубецкой, русский философ, публицист, ректор Московского университета. В 1999 году Дмитрий Лихачев, советский и российский филолог, искусствовед, академик. Праздники 30 сентября. День независимости в Абхазии. День работников органов юстиции в Казахстане. День интернета в России. Международный день переводчика. Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков. Почтовые лошади прогресса. Вот так образно Александр Сергеевич Пушкин назвал переводчиков, значение профессии которых в жизни всего человечества со времен разрушения Вавилонской башни огромно, хотя и незаметно. А ведь без переводчиков многие произведения литературы и киноискусства, достижения науки и техники были бы недоступны. Люди из разных стран не смогли бы общаться между собой. В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН на своем очередном заседании единогласно приняла резолюцию, в которой признается роль профессионального перевода в объединении народов, в содействии миру, пониманию и развитию, и 30 сентября было объявлено Международным днем перевода.
Цель новой международной даты – подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в достижении целей и соблюдении принципов Устава ООН, сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укреплении международного мира и безопасности. Самая переводимая книга планеты – Библия. Автор чьи книги переводят чаще всего? Агата Кристи, 7233 перевода. Чаще всего книги переводят на 5 языков. Английский, немецкий, французский, испанский и японский. Сегодня на планете существует 7000 живых языков. Православные праздники 30 сентября. Память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Это самые распространенные имена и наиболее почитаемые святые среди женских христианских персонажей. В 2019 году праздник Веры, Надежды и Любви отмечают такого же числа, как и в предыдущие годы, 30 сентября. Еще с давних времен торжество посвящается 3 сестрам-великомученицам и их матери, Софии. Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В II веке, в царствование императора Адриана 117-138, в Риме жила благочестивая вдова София, София значит премудрость. У нее были 3 дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена 3 главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Услышав о приверженности этой семьи к христианству, император призвал их к себе и лично допросил. Все 4 безбоязненно признались, что исповедуют веру во Христа. Пораженный их смелостью, Адриан отослал их к одной язычнице и приказал той убедить христианок отречься от веры, однако та не претерпела в этом деле удачи. Когда их снова привели к императору, Адриан стал требовать, чтобы те принесли жертву языческим богам. Но девочки с искренним негодованием отвергли его приказ. После чего разгневанный император велел предать детей различным пыткам. Старшей, Вере, на тот момент было 12 лет, Надежде – 10, а Любови всего 9 лет. Софию же пыткам не подвергли, но бедная мать испытала гораздо более сильные душевные муки из-за разлуки со своими детьми и их страданий. Похоронив останки своих детей, София 2 дня не отходила от их могилы. На 3-й день Господь послал ей тихую кончину, призвав ее душу на небеса. За перенесенные ими муки София вместе с дочерями была причислена церковью к лику святых. Православные верующие 30 сентября также отмечают память преподобномучеников Павла, Моисеева, Феодосия, Соболева, архимандритов, Никодима, Щапкова и Серафима, Кулакова, иеромонахов. Память преподобномученицы Ирины Фроловой, послушницы. Память мученика Иоанна Короткова. Память преподобномученицы Александры Хворостяниковой, послушницы. Память мученицы Феодотии, около 230 года, и Агафоклия. Память мучеников 156 Типелии и Нила, епископов египетских Зенона Пресвитера, Патермуфия, Илии и иных. Память святителя Иоакима, пани патриарха Александрийского. Празднование Цареградской иконы Божьей Матери. Празднование Макарьевской иконы Божьей Матери. 30 сентября в мусульманском календаре. В этот день мусульмане ничего не празднуют. 30 сентября в народном календаре. Православный праздник в память Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, как правило, ясный и теплый. Всесветные бабьи именины и девичьи посиделки. Лунный календарь на 30 сентября. 30 сентября 2019 года в 12 часов ровно, 3-й лунный день. День борьбы и напора. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций, перенаправив свою энергичность на физические упражнения.